басында отырғанда который принадлежал к другой партии. Потому что Решает будущее поколение самим определять. Все-таки обратиться к нашему парламенту, депутатам. президент и то и у нас на постсоветском пространстве. Саясат деп айтқанда мен енді тыныш отыра алмаймын. Бұл жерде мен көрдім, үкімет, мемлекет. Уважаемые господа, я надеюсь, у нас работники, сотрудники Министерства юстиции слышали. Следующее слово я хотел бы предоставить господину Жумагали Алмасу. Он у нас отвечает за уголовно-правовой блок. Будьте добры. Армысыздар. Сіздерді Сүлеймен Демирел университетіне көргеніме жүздескеніме қуаныштымын. Енді айтатын әңгіме көп, бірақ енді сол 8-10 минуттың ішінде айтуға тырысайық. Есть концепция правовой политики до 2030 года, да? Вот уголовно-правовая политика – это тоже составная часть правовой политики, но требует пересмотра в духе изменения действующего права на основании концепции верховенства права. Например, ученые-правоведы отмечают, что концепция правовой политики до 30 года, там, в отличие от предыдущих концепций, нет объединяющего стержня, ядра нету. Это отмечают ученые-правоведы, юристы. Недавно было 95-летие профессора Джекибаева, в круглый стол был, и там многие доктора юридических наук, они отметили вот такой момент. Теперь, получается, они не участвовали. Раз не участвовали, кто тогда участвовал? Кім қатысқан? Өзек жоқ. Ішіндегі бір өзек, байланатын өзек жоқ. Ана жерден бір кішкентай кусок, мынадан бір кусок. Получается, это не совсем такая концепция правовая. Теперь, касательно лично нынешнего уголовного кодекса. Явным атовизмом представляется нормой уголовного законодательства относительно защиты такого субъекта, как первый президент Республики Казахстан. В настоящее время, получается, это имеет характер приоритетности ввиду особой ценности такого субъекта. Да, конечно. В Уголовном кодексе имеется несколько статей, и они дублируют друг друга. Например, статья 177 посягательство на жизнь первого президента есть в Уголовном кодексе. Есть статья 178 посягательство на жизнь президента Республики Казахстан. Получается, здесь есть два варианта. Первый они дублируют, потому что как бы один субъект, потенциальный потерпевший, он такой особый, ценный, а второй это простые президенты. Получается, дублирование это противоречит вообще принципам законодательной юридической техники. А теперь это не дублирует, если вы это заметили, потому что он первым президентом останется до конца своей жизни, а вот простые президенты, текущие, они только во время президентства могут быть президентами, и все. Защищаются только во время президентства. Это только одна статья. Есть еще несколько статей по этому поводу. Дальше. Ни в одном государстве не защищается изображение определенного лица. Пайғамбардың бейнесіне шейін қорғалмайды. Францияда білесіздер ғой, пайғамбардың бейнесін қорлаған үшін редакцияға кіріп қаншама адамды атып кетті. А у нас одного человека изображение защищается. Статья 375 УК РК посягательство на честь и достоинство президента Республики Казахстан. Первый президент. Статья. Теперь изображение как отдельный, вот в части есть, имеется. Теперь смотрите, изображение пророка Мухаммеда не защищается, изображение Ахмета Байтурсунова, Ахан, Жахан, Алихан, никто не защищается, именно он защищается. Пайғамбардан мықты ма? Я считаю это атовизмом. Теперь, тот, который подготовил эти же законопроекты, это не беспринципные юристы. Тот беспринципный юрист, который участвовал в создании культа личности в течение 30 лет, не имеет морального права создания так называемого нового Казахстана. В юриспруденции нет такого понятия моральное право, но в обыденной жизни используется. Таких беспринципных юристов можно отнести к той категории людей, о которой упоминал адмирал Колчак, как он велел не трогать артистов, кучеров и проституток. Они служат любой власти. Да? Но, конечно, это звучит оскорбительно для определенных профессий, но есть доля правды. И поэтому эти же беспринципные юристы, они ничем не отличаются от этих проституток. Кто платит, того и обслуживают. И поэтому вчера они подготовили законопроект о первом президенте, об особом статусе его и так далее, там его имущества. А сегодня они подготовят законопроект о выборности акимов. Я вот этот момент не совсем понимаю. Дальше. В Уголовном кодексе не проработано до этого момента четкий критерий по разграничению административного проступка и уголовного проступка. Вот мы знаем, что с 2014 года у нас есть понятие не только преступления, но и уголовный проступок. Получается, одни и те же статьи перекочуют туда-сюда. Когда в 1997 году приняли уголовный кодекс, потом через некоторое время 90 статей перекинули на административный кодекс. Потом 70 обратно вернули. Это, я считаю, имитация бурной деятельности. Как будто они работают. А получается, нам нужно, чтобы четкое разграничение. Где есть адм,
проступок, где есть уголовный проступок. Дальше. Требуется еще присмотреть положение о конфискации имущества. Почему? Потому что в Уголовном кодексе конфискация идет как вид наказания, в то же время как мера уголовно-правового воздействия. Но в разделе 15 УПК РК называется вот этот раздел «Производство о конфискации до вынесения приговора». Это противоречит всем принципам права. Почему? Потому что до приговора, обвинительным приговором, можно конфисковать его имущество. Как можно так? Это сделано для того, чтобы в угоду каких-то определенных личностей, чтобы преследовать определенных личностей. Например, Аблязов не нравится, его можно конфисковать, его имущество. Сисимбаев не нравится, Марулан, можно его конфисковать. И поэтому сказать, вот под столом показать свой кулак. Ребята, мы можем без суда конфисковать это имущество. Дальше. Ни в Уголовном кодексе, ни в нормативных постановлениях Пленума Верховного Суда нету даже определения о длящихся преступлениях. О продолжаемых есть определение, а длящихся нету. А теперь, по длящимся преступлениям было у нас постановление Пленума Верховного Суда, от 27 года СССР. Там написано было, по длящимся преступлениям сроки давности исчисляются с конца, а не с начала. Длящиеся преступления, это, например, скажем, хранение наркотиков. Точно так же, например, Джакшева осудили, да, на 15 лет, он 11 лет отсидел. Сейчас, если он будет доказывать, а он юрист, еще кандидат юридических наук, сын нашего учителя Джакшева Эркин Газизович, да, он будет доказывать его невиновность. Дальше, скажем, что через 2 года он докажет, что и он невиновен, да? А уже прошло 14 лет, как его осудили. Теперь мы, если будем найти этих людей, этих следователей, судей, прокуроров, да, посадить их не можем. Почему? Потому что сроки давности давно прошли. Надо исчислять их с конца, не с начала, а с конца. И поэтому вообще нету положения ни в Уголовном кодексе, ни в постановлении Пленума Верховного Суда. То есть, получается, это пробел законодательства. И поэтому в срочном порядке это надо не включить в Уголовный кодекс, а включить в постановление Пленума Верховного Суда. Почему? Потому что они же юристы, они знают буквоеды. Мы все юристы буквоеды. А теперь, если, скажем, этого прокурора мы хотим посадить, его адвокат скажет: ребята, вы включили в Уголовный кодекс, а нормы, ухудшающие положение субъекта, не имеют обратной силы. Так что, ребята, освободите, сроки давности прошли. И поэтому надо исчислять с конца. А постановление почему включить надо? Постановление всегда это толкование закона. Мы скажем, давно это мы понимали, есть постановление от 2027 года, мы просто это возобновили и восстановили. И поэтому здесь ничего такого особого нету. Дальше. Теперь пару слов об Уголовном процессуальном кодексе. Да. В последнем Уголовном процессуальном кодексе от 2014 года есть, конечно, такие тенденции, на которые стремится весь цивилизованный мир. Например, некоторые санкции были переданы от прокуратуры в судебные органы. Такая фигура создана, как следственный судья. Это хорошо, это с одной стороны. Но с другой стороны, некоторые полномочия прокуратуры, которые были утеряны в период 1997 года, по 2014 год утеряны, они были восстановлены, особенно по расследованию. Это не пойдет. То есть получается, и еще, я был в альтернативном проекте Уголовного кодекса, да, я думал, кандидат, PhD, ладно, там, считали меня молодым, 2012-2014 годы, да. Наверное, включили в рабочую группу докторов юридических наук, как Нуртаев, Барчашвили, Рахметов, так, Балтабаев и так далее. У всех я спросил тот раз, как круглый стол был по 95-летию Джикуваева. Все они сказали, у меня есть видеодоказательства, если вы не верите, да? Все они сказали, не были включены в рабочую группу доктора наук, которые всю жизнь работают над этим кодексом, не включены. Тогда кто был включен, получается? Получается, включены те юристы, ученые, в кавычках, может быть, или не в кавычках, есть разные люди, да, которые всю жизнь проработали должностными лицами в правоохранительных органах, имеющие степень кандидата или доктора юридических наук. Каждый второй у нас имеет доктор или кандидат юридических наук. Бар. Теперь по этому поводу мы считаем, что все равно, если прокуратура готовит, который десятилетиями занималась именно уголовным преследованием, вдруг там проснулась и говорит, я буду там демократические основы буду защищать. Нет, он всегда будет готовить именно с обвинительным уклоном. Всегда так. Почему тогда восстановлены те функции, которые были утеряны в первом УПК? Теперь о полиции. Полиция независимого Казахстана не разработала свою концепцию.
а идет по стопам НКВД. И поэтому мы стали очевидцами после январских событий. Повторение таких репрессий, как 1937 года. И теперь мы не дали еще точную историко-правовую оценку репрессиям 1937 года. Если мы дальше будем так продолжать жить, получается, через некоторое время мы получим еще раз такую же репрессию, как 1937 года. Спасибо за внимание.